В 19:30 наша съемочная группа приехала в небольшой, но очень красивый и популярный городок Пицунду, а именно к храму апостола Андрея Первозванного. Ведь именно здесь проходят знаменитые органные вечера. У кассы выстроилась большая очередь. Татьяна Тимошенко в Абхазию приехала с супругом из Кисловодска. Они с большим трепетом и интересом относятся к органной музыке. Татьяна отметила, что много лет хотела попасть именно в этот зал. И сегодня представилась эта уникальная возможность, но, к сожалению, билетов хватило не всем. Однако супруги не расстраиваются, ведь посетить органные вечера можно еще на протяжении 5 дней. Мы поздно пришли, билетов нет, очень мы расстроены, но мы очень рады за наших людей, за отдыхающих, что у них интерес есть к этому виду музыки, что уже билетов 300 человек, и зал полный, билеты проданы, но мы завтра придем. Мы все равно посетим, да. Вот. И еще очень интересный момент, что у нас, я прочитала в программке, что участник кисловодчанин этой программы сегодняшней. Ну, смешно, надо было приехать в Пицунду, чтобы кисловодского музыканта послушать, органной музыки. Ну ничего, мы и дома слушаем, и здесь послушаем. Концерты органной музыки в Пицунском храме – одно из самых посещаемых культурных мероприятий страны. Ежегодно фестиваль собирает под сводами храма известных исполнителей и любителей органной музыки. За минувшие годы фестиваль занял прочное место в культурной жизни Абхазии и подарил множество прекрасных вечеров. С каждым годом он расширяется, пополняется список участников, мастеров из Абхазии и всего мира. А аудитория становится более чуткой и обширной. 9-й фестиваль «Органные вечера» был открыт композицией «Абхазское капричио», обработки народных мелодий в переложении для органа. Автор – солист Абхазской государственной филармонии, заслуженный артист Абхазии Лука Гаделя. Органный вечер и музыка, звучащая на прекрасном инструменте, естественно вписывается в интерьер старинного храма и удивительно уместно на древних землях Колхиды, между величественным горным хребтом и бескрайними просторами моря. Акустические условия для органа в концертном зале храме идеальны. Ежегодно программа фестиваля меняется. Также меняются исполнители концепции. В этом году в нем приняли участие профессоры консерваторий, лауреаты международных конкурсов, заслуженные деятели искусств, народные артисты, а также заслуженные артисты Абхазии и России. Тимур Карданов из Нальчика сыграл на органе 2 композиции Баха. Сергей Будкеев – участник фестиваля «Органные вечера» с 2013 года. Он не только играет на органе, но и настраивает, обслуживает инструмент. По его мнению, фестиваль – крупное событие не только для Абхазии, а для всего восточноевропейского региона. Здесь собираются лучшие музыканты, звучит прекрасная музыка. Особенно хорошо, что это вот как раз в Пицунде, благословенный край. И все это благодаря Марине Николаевне Шампа, потому что она и организовала, она восстановила этот инструмент после тяжелых времен. И благодаря ее усилиям проходят концерты практически каждый день в летнее время. Вот начиная с мая и кончая октябрем. И она внесла огромный вклад в развитие органной культуры вообще региона.
Аве Мария – великая молитва, обращенная к небесам. В ней восторг и надежда, веками пробуждавшие самые светлые чувства. Не случайно композиторы разных стран и веков в непрерывных попытках постижения красоты и гармонии искали мелодию к ее словам. За 10 лет своего существования фестиваль стал заметным явлением музыкальной жизни всей Абхазии и не только. История фестиваля гораздо продолжительнее, чем кажется на первый взгляд. Нынешний фестиваль является преемником Международного фестиваля органной музыки, учрежденного еще в 1977 году и проводимого по инициативе Леонида Сахарова-Ройзмана, известного российского органиста. Фестиваль под руководством Ройзмана стал проходить через 2 года после установки органа немецкой фирмы в стенах Пицунского храма и проводился вплоть до 1992 года. После капитального ремонта, который удалось осуществить только в 2011 году, по инициативе художественного руководителя органного зала народной артистки Абхазии Марины Шамба, в эти стены вернулся и ежегодный фестиваль. У нас Семенов неоднократно приезжал сюда выступать, это профессор Московской консерватории, потом Кривицкая, не первый раз, вот сегодня она будет участвовать в этом концерте. Первый раз приехал с Северного Кавказа, гость наш, первый раз приедет еще из Саратова, из Москвы тоже одна участница нашего фестиваля. Так что они меняются. И мы богаты тем, что наслаждаемся в таком маленьком зале такими шедеврами музыки классической, которая звучит здесь, и слушатели уходят довольны, и музыканты находят очень такой хороший настрой у них, и все рады приезжать сюда и выступать. Устойчивый интерес к органным концертам широчайших кругов слушателей свидетельствует о том, что международный фестиваль «Органные вечера» в Писунде без сомнения становится одним из значительных очагов развития органной культуры. Зовут меня Татьяна Степановна Звягинцева. Я прибыла из Санкт-Петербурга. 2-й год посещаю Пицунду. Мне очень здесь нравится. Море очень. На органе мы 2-й раз. Были в том году, в этом году. Нам очень нравится. Все прекрасно. Все проходит очень великолепно, очень красиво. И я всегда с радостью прихожу в Пицунский храм послушать органную музыку. Мне очень нравится. Я пришла со своими подругами, они тоже не в первый раз. И мы каждый раз ждем начала сезона и с удовольствием приходим слушать ваших прекрасных исполнителей. Я хожу в храм, начиная с 1988 года сюда. Ну, когда началась война, 1992 год, и до 2002 года мы не приезжали. И вот с 2002 года мы не пропускаем ни одного года. И приезжаем, и первое, что делаем, конечно, мы попадаем на фестиваль. То есть он давно-давно с советских времен идет, совершенно необыкновенный фестиваль и чудо. И самое большое открытие, это мое личное было открытие. Я открыла Луку Гаделия, когда он еще учился на 3-м курсе Московской консерватории. И я сказала тогда прошлому замдиректору этого всего комплекса исторического, что этот мальчик – звезда. И вот он действительно за все эти годы, наверное, почти 10 лет уж, наверное, почти прошло, мальчик стал звездой. Невероятный. Я помню все его концерты. А Кристиночкой Эшбой я вообще познакомилась совершенно случайно, когда она была девочка, ей было лет 12. Она все время пела. И я спрашиваю ее маму, Валю. Я говорю, Валюша, а кем хочет стать твоя дочка? Она говорит, она хочет актрисой стать, петь. Я говорю, да. И вот представьте себе, проходит много-много лет, из этой девочки вырастает прекрасная певица. Я попадаю сюда и вижу афишу. Кристина Эшба, думаю, ну не может быть таких совпадений.
И состоялся такой невероятный союз Луки и Кристины. Ежедневно по 16 сентября в Пицунском храме будут проходить по 2 концерта в 17:00 и 20:00. А завершится фестиваль большим гала-концертом. Шазина Ханагуа, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.